Русское географическое общество в 2025 году организовало уникальную парусную экспедицию, вдохновленную подвигами первооткрывателей. 300 лет спустя после начала великих северных экспедиций Витуса Беринга, яхта «Эйва» отправилась в путешествие по следам его героической команды. В экипаже парусной яхты всего 3 человека, и все они из Якутии. Капитан Андрей Антипин, помощник капитана Максим Иванов и председатель отделения Русского географического общества в Якутии Александр Горохов, выступающий в роли матроса. Все это уже собиралось на протяжении 10 лет, вплоть до того, что покупал паруса, чтобы мне было видно среди льдов цвета Арктика. Из плотной, серьезной, тяжелой ткани. Лодка 88 года постройки, но это хорошие такие еще лодки, которые строили в Народной Республике Польша. Они крепкие, отличаются своей мореходностью. Экспедиция эта проводится в первый раз спустя где-то 25 лет. Последний раз ходили ребята наши в море. Первый этап экспедиции. Путь от Якутска до устья реки Лены в морской порт Тикси. Река Лена встретила экипаж шквальным ветром, сильными течением и опасностью сесть на мель. Важно быть внимательным. Течение и узкий фарватер могут выбросить яхту на берег. В устье великой реки Лена экипаж встречал остров Столб, как каменный страж дельты реки Лены, 3-й по величине в мире. Экипаж яхты посетил устье реки Хараулах, где в 1735 году Петр Лосиниус попал в ледяную ловушку. Голод и цинга унесли жизни большинства членов его отряда. Участники экспедиции поставили на месте трагической гибели Петра Лосиниуса и членов его команды памятную табличку. Вон там близко. Подложили камни, чтобы не упал. На первом этапе пути команда достигла порта Тикси, преодолев 1600 километров за 14 дней. Вдохновение экипажа на столь непростой путь стали встречи с юными якутянами. В общем, парус — это бесценно. Люди ходят под парусом уже 1000 лет. Ура! Начался второй этап из Якутии на Чукотку – путь от Тикси до Певека. Море Лаптевых встретило экипаж штормом и 6-бальными волнами. Ну, ребят, мы сегодня прошли крещение, так сказать, первое, хорошим штормом. Если прогноз был 14 метров в секунду, я так думаю, тут порывы были, если волну видели в 5 метров, порывы были до 20 дней. Но команда не сдалась и достигла мыса Святой Нос, увидев землю впервые за несколько дней. Восточно-Сибирское море встретило плотным туманом и штилем перед бурей. Гелная, алая. Порвалась вон об ту. Как правильно называется-то, а? Краспица. Затем экипаж столкнулся с айсбергами, особенно опасными в ночное время. Побережье моря не имеет постоянных населенных пунктов, но здесь пролегает Северный морской путь России, что придавало команде яхты уверенности. Экипаж пересек 180-й меридиан, посвятив это событие 180-летию Русского географического общества. Яхта «Эйва» пересекла 180-й меридиан, и это значимое для нас событие мы посвящаем 180-летию Русского географического общества. Благодаря Русскому географическому обществу сбываются самые смелые идеи и мечты. Ура, друзья! Ура! Третий этап – путь из Певека на Анаде. Погода ухудшилась, но команда решила идти на Берингов пролив, несмотря на риск. Во время пути экипаж яхты увидел белого медведя, спокойно разгуливавшего вдоль морского побережья. Это было воспринято как хороший знак для дальнейшего путешествия. В бухте Ванкарем яхта Алых парусов «Эйва» пережидала шторм. Недавно у нас было 90 лет школы, которую нас построили челюскинцы. Наверное, школа самая старая.
Гостеприимные хозяева сугостили китовый жиром. Короче, в морозилке без разницы ему. Еще главное его хорошо упаковывать, Чтобы он не не... заветривался. А если заветрится, просто обрезаешь. Экипаж тут же рядом с селом встретил белого медведя, привлеченного останками кита у берега, рядом с поселком. Встреча с хозяином Арктики является положительным знаком к дальнейшему пути. И вот яхта Эйва достигла своей очередной цели – Берингов пролив и мыс Дежнева. Яхта Эйва пересекает Берингов пролив. Ура! И это не только наша победа, но победа тех, кто нас поддерживает. Победа команды Русского географического общества. Уруй, ай, хау! Уруй, ай, хау! Уруй, ай, хау! Ай, хау, ай, хау! Вот такой вот пролив Беринга. Продолжая свой путь, экипаж яхты встретил китов. Они словно поздравляли команду с достигнутым успехом. Экспедиция завершилась в столице Чукотки в городе Анадырь встречей с ее жителями, торжественной передачей арктического бубна, доставленного экипажем яхты Эйва. Такое связующее звено между прошлым и будущим, между нашими предками и молодым поколением. Удачи вам, берегите себя. Яхту в связи с неблагоприятными погодными условиями команда была вынуждена оставить на зимовку в порту Анадырь. В следующем году предстоит 4-й этап экспедиции в город Петропавловск-Камчатский. Экипаж яхты Эйва должен доставить ценный груз – капсулу родной земли и здание на могилу Витуса Беринга на Командорские острова. Экипаж из 3 человек преодолел 5000 километров, пройдя 4 моря и 2 океана. Каждая миля была испытанием, каждый пройденный рубеж – победой. Цель уникальной экспедиции – вдохновить новые поколения на изучение Арктики, с древним духом российских мореходов утверждая величие России.